На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 298 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на лечении 123 человека. У 105 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек. В Гудаутском госпитале скончались 2 пациента. Оба 1930 года рождения с диагнозом COVID-19 тяжелой формы и двусторонней полисегментарной пневмонии. В Сухумском инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние здоровья 3 человек тяжелое. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата Айтар в Сухуми, находится на лечении 48 пациентов, 3 человека в тяжелом состоянии. Утром 6 ноября в мобильном госпитале скончалась пациентка 1955 года рождения с диагнозом новая коронавирусная инфекция и с осложнениями основного заболевания – двусторонней полисегментарной пневмонии. Общее число выявленных и заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4649 человек. 50 летальных случаев. Выздоровели 2500. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Российские военные медики продолжают лечение больных в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией. Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, с 20 октября военные медики Южного военного округа приняли на лечение более 100 пациентов, 17 из которых после успешного проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий были выписаны. В настоящее время в мобильном многопрофильном госпитале находится на лечении 58 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Больные получают лечение в полном объеме. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами. Российские военные медики на территории развернутого в Сухуми госпиталя дополнительно провели более 1500 исследований по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики для доведения гражданам. В мобильном госпитале многопрофильном продолжается лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Больных стало поступать меньше. Медикаментов в достаточном количестве. Мы с своими задачами справляемся в полном объеме. Условия размещения пациентов удовлетворительные. Тенденция к снижению. То есть, если вначале поступало там 15-16 скорых в день привозили, то сейчас до 5-6. Мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России посетил посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Как сообщает пресс-служба посольства, глава российской дипмиссии встретился с начальником госпиталя Абдулом Магомедовым и военными медиками, которые рассказали о ходе лечения пациентов с COVID-19, а также проинформировали о статистике развития заболевания в Абхазии. Двинянин поблагодарил через курирующего работу госпиталя замминистра обороны Абхазии Надара Авицба, руководство страны за создание благоприятных условий для труда российских военных медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией. Общественная палата Абхазии поддерживает инициативу известного абхазского поэта Дениса Чачхалия официально утвердить 780-й год нашей эры как начало абхазской государственности и ежегодно отмечать эту дату. Как следует из исторических источников, именно в 780 году при абхазском царе Леоне II Византия и Хазария признали Абхазское царство. Таким образом, получается, что в 2020 году исполнилось 1940 лет абхазской государственности. В письме на имя президента Академии наук Абхазии Зураба Джапу Общественная палата просит Академию наук Абхазии дать историческую справку по данному вопросу и по возможности поддержать эту инициативу.
Ушел из жизни большой друг абхазского народа, член Союза журналистов России Владимир Вороков, председатель Кабардино-Балкарского фонда культуры, председатель Союза кинематографистов КБР и секретарь Союза кинематографистов Северного Кавказа, член Союза кинематографистов России и Союза журналистов России. Имеет правительственные награды: 11 орденов, 27 медалей, более 30 почетных званий международных СССР, РФ, республик Северного Кавказа и Белоруссии, почетный кинематографист России. В 2012 году за правозащитную деятельность награжден почетной грамотой президента Российской Федерации. Владимир Халидович – один из первых российских журналистов, который приехал в Абхазию на следующий же день после начала Отечественной войны 15 августа 1992 года. Документальные фильмы Владимира Ворокова не раз транслировались по абхазскому телевидению. Он всегда тепло отзывался о нашей стране, желая всему народу Абхазии счастья и процветания. Предлагаем вам отрывок из интервью Владимира Ворокова, записанного в 2011 году в Нальчике. Я совершенно уверен, что Абхазия возрождается, возрождается и возрождается, и будет еще лучше, чем была когда-то. А была она прекрасной республикой, замечательной, наверное, самой красивой, самой успешной. А теперь, вот в данное время, она на подъеме. Я знаю, что она на подъеме. Я с удовольствием бываю в Абхазии. И я вот поймал себя на мысли, что я там узнаваемый человек. Я вот без ложной скромности скажу, что мне это очень приятно. Ко мне подходят, я как-то зашел в магазин, ко мне подходят, говорят: вы Вороков? Я говорю: да, откуда вы меня знаете? Ну а как же, мы вас знаем. Вы знаете, приятно. Приятно. Я вам скажу, если я скажу, что мне это неприятно, я не буду врать вам, не хочу обманывать. Я еще раз хочу сказать, зависит все от каждого человека, который живет в Абхазии. И пусть никто не думает, что за него кто-то сделает что-то. Так не бывает. Каждый человек на своем месте должен сделать доброе дело для республики, для своей семьи, для себя лично. И тогда в целом республика вновь будет еще лучше, еще успешнее, еще красивее. Очень и очень хотел бы, чтобы вы были... мне ничего не надо. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Будьте счастливы. 4 октября в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Абхазии поступила жалоба на обвинительный приговор Сухумского районного суда от 30 августа 2018 года в отношении Алхаса Ахба, который был признан виновным в умышленном убийстве султана Казанджиоглы, главы администрации села Псхо, имевшего место 21 мая 2009 года. Алхасу Ахба было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В своей надзорной жалобе осужденный Ахба обратился в Верховный суд с просьбой изменить приговор в отношении него и назначить минимальный срок наказания, учитывая его заслуги как участника Отечественной войны народа Абхазии. Рассмотрев жалобу осужденного, Верховный суд отказал Ахба в ее удовлетворении. Надзорную жалобу осужденного Ахба на приговор Сухумского районного суда 30 августа 2018 года оставить без удовлетворения. Заявление осужденного Ахба о применении к нему акта амнистии оставить без рассмотрения. Никакой попытки изнасилования или тем более самого факта изнасилования в отношении российских врачей, прибывших на помощь абхазским пациентам, инфицированным коронавирусом и находящимся на лечении в больнице города Гудаута, не имело места. Это подтверждается и посольством, и руководством администрации президента, и Министерством внутренних дел Абхазии, заявил на брифинге в «Спутник» посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Двинянин отметил, что в ночь с 4 на 5 ноября в Гудауте имело место традиционное абхазское гостеприимство. В данном случае со стороны администрации города Гудаута на этот раз досадно превысившей норму. Алексей Двинянин обратился с просьбой к журналистам не основываться на фейковых новостях скандального характера телеграм-каналов типа «Мандарин», «Апельсин», «Фейхуа», «Хурма».
Следственная группа ОВД Чемчирского района возбудила уголовное дело по факту аварии, в результате которой погибли люди. Как сообщает пресс-служба МВД, 5 ноября 2020 года примерно в 18 часов 45 минут в Чемчирском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля Mercedes-Benz Каджая Руслан Заурович не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, в результате чего водитель ВАЗ-2107 и 3 женщины, следовавшие с ним в качестве пассажиров, все жители села Гупа Чемчирского района, от полученных травм скончались на месте. В результате медицинского освидетельствования Руслана Каджая установлен факт алкогольного опьянения. Уголовное дело в отношении Каджая возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения, эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшим по неосторожности смерть 2 или более человек. Ровно 42 года назад, 6 ноября 1978 года, дикторы абхазского телевидения Леонид Хишба и Кама Джопуа впервые вышли в эфир с выпуском новостей на абхазском языке. Во всех уголках страны с голубого экрана на родном языке прозвучали слова «Добрый вечер, жители Абхазии». Больше 40 лет канал продолжает информировать и развлекать своих зрителей. И даже в тяжелые военные годы АТ не прекращала своего вещания. Как сегодня работает абхазское телевидение, как снимаются новостные сюжеты и передачи, и что остается за кадром, в репортаже Эсмы Голанце. Утро на телевидении начинается с летучки. Собрание сотрудников новостного отдела. Разбор полетов прошедшего эфира и обсуждение планируемых сюжетов. Именно отсюда начинается рабочий процесс. Затем операторы и корреспонденты разъезжаются по съемочным площадкам. Организовать весь процесс не так просто, как кажется на первый взгляд. Порой съемки могут возникнуть спонтанно. Сейчас я опаздываю на съемку, мне нужен оператор и водитель. Сейчас подготовим группу. Гарен, будьте добры, пожалуйста, повезите в город Сарию Гварацхеля и Алика Агухаба. Спасибо. Спасибо. По возвращении со съемок корреспонденты трудятся в ньюзруме. Утром, днем и вечером здесь слышен стук клавиатуры. Плохое настроение, личные проблемы – все остается за кадром. Здесь есть только материал, который ждут тысячи телезрителей. Кугуца, у тебя есть минутка времени? Да. Скажи, пожалуйста, ты уже пришла со съемок или только едешь? Вот я только недавно вернулась со съемок. Сложный материал? Не скажу, что это один из самых сложных материалов, но работать нужно. Скажи, пожалуйста, сколько времени примерно уходит на написание текста среднего сюжета? На написание среднего сюжета, но как среднего? Если, допустим, тема сложная, то примерно уходит, наверное, часа 2, если не больше, потому что ты думаешь, как правильно все расставить, как правильно написать, и вот не обходить какие-то моменты. Никто в творческий процесс не вмешивается, тут полная творческая свобода. Единственное, что могут быть замечания по поводу каких-то в тексте некоторых редакционных моментов. Все тексты должны быть емкими и понятными, а приводимые факты достоверными. Иногда по поводу той или иной фразы у редакторов и корреспондентов могут возникать разногласия. Однако консенсус находится всегда. В основном корреспонденты, конечно, сами подают свой материал. Это их видение в первую очередь, это их работа, и их подача материала должна обязательно чувствоваться в репортаже. Но и мы тоже вносим свою лепту, иногда вместе с корреспондентами отрабатываем какие-то моменты, и как будет подан материал, та же подводка, дикторская, которую озвучит уже ведущий в кадре. От этого тоже много зависит. Насколько интересно будет подан этот материал, насколько он будет заявлен, так, чтобы зрителю захотелось посмотреть этот сюжет. И вот совместными усилиями большой команды операторов, корреспондентов и редакторов в эфир выходят новости. Лицо диктора, знакомое тысячам зрителей, снова в кадре. Наряду с новостным блоком АГТРК предлагает
предлагает зрителям различные тематические, спортивные и развлекательные передачи. В команде телеканала работает более 150 сотрудников разных отделов. Среди них трудятся и те, кто был у истоков. Долгое время работы и в разные периоды, так сказать, да, нам тоже много опыта жизненного дает. Ну что может дать вообще работа, когда ты находишься в гуще событий? Конечно, какой-то главное, какой-то такой жизненный опыт, который тебя наполняет. Не скажу, что мудростью, скромно не скажу, но скажу, что, конечно, дает какой-то повод для оптимистического существования. Кроме ярких лиц в кадре, над созданием эфира работает множество талантливых людей, не появляющихся на экране. Это монтажеры, операторы, режиссеры и техники. Для меня, помимо какой-то идеологической или моральной надстройки, очень важное значение имеет эстетическая сторона, атмосферная сторона всего, что я делаю. Будь это документальный материал, будь это какая-то маленькая игровая работа, это не имеет значения. Сегодня я очень загружена на телевидении. Я благодарна дирекции телевидения за то, что они мне дали эту возможность. И они приветствуют, в общем-то, вот то, что я делаю в месяц. Да, количество у меня в месяц где-то 6, иногда 7 передач получается. Там есть и несложные, есть и сложные, но 6-7 передач – это очень много. Если бы вы мне об этом сказали, там, я не знаю, год назад, может быть, что я смогу потащить такое количество передач в месяц, я бы не поверила бы себе. Вот это нереально, невозможно. Но оказывается, все возможно. Несмотря на загруженность, в этот важный для сотрудников телевидения день нашлось время, чтобы отпраздновать и поздравить друг друга. Девочки, мои красавицы, поздравляю я вас с знаменательным днем. Творческих успехов, благополучия во всем. Девочки, да, поздравляю вас всех. На самом деле это самый лучший праздник для нас, для вас. Это да, это наш второй дом, как вы видите. Точно. С хорошим настроением сегодня мы пришли. Поздравляем вас всех, нас всех. И дай Бог, чтобы мы всегда вот с таким, как сегодня, хорошим настроением шли на работу, делали новости, передачи и вот в такой атмосфере, чтобы новости получали и наши телезрители тоже. Какой же день рождения без праздничного торта? Свечи на нем задули наши коллеги, одни из самых молодых сотрудников АГТРК. Оператор Степан Мартиросян и корреспондент Лаура Капш. Сюда на камеру! За все эти годы в эфир абхазского телевидения вышли сотни программ и тысячи сюжетов. Менялись передачи, стили вещания, декорации и заставки. Но сам канал всегда оставался со своим зрителем. Мы трудимся, экспериментируем, делаем успехи, порой совершаем ошибки. Но самое главное, искренне хотим быть и оставаться для нашего зрителя полезными и интересными. Спасибо, что вы с нами. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. С 42-летием со дня основания абхазского телевидения руководство и коллектив АГТРК поздравил президент Аслан Бжаня. Отмечая вклад государственного телевидения в национально-освободительное движение абхазского народа, Аслан Бжаня подчеркнул, что в современных условиях при наличии множества телевизионных каналов и интернет-ресурсов, когда зрителю предоставлена возможность выбора, абхазское телевидение продолжает нести в массы национальные идеи и выполнять особую роль. Президент также отметил позитивные изменения в работе АГТРК, в частности, появление новых соответствующих современным требованиям программ. Глава государства пожелал всем сотрудникам абхазского телевидения преданных зрителей, новых творческих успехов и семейного благополучия. 42-летием со дня основания абхазского телевидения коллектив АГТРК также поздравили спикера Народного собрания Валерий Кварча и министр культуры Кутиса Агарба.
С 1 ноября 2020 года по 15 марта 2021 года в Абхазии будет проходить второй фотоконкурс под названием «Абхазия в фокусе» из 20 в 21. Его организаторы обращают основное внимание на жанр фотожурналистики, в рамках которого участникам предложены номинации «Новости», «Повседневная жизнь», «Окружающая среда», «Портрет современника» и «Мобильная фотография». Все работы будут регулярно публиковаться на страницах фотоконкурса в Instagram, Facebook, ВКонтакте. Наши корреспонденты пообщались с организаторами и участниками конкурса. Репортаж Сарии Кварцхели. Фотография – это язык, говорящий на уровне эмоций. Причем язык этот достаточно сильный. Порой он вызывает такое волнение, такую бурю чувств, что человек в одних случаях начинает плакать, а в других громко и искренне от души смеяться. Фотографией можно рассказать историю не только одного конкретно взятого человека, но и целой семьи, целого рода, а порой даже и всего человечества. Фотография показывает нам мир таким, какой он был в ту секунду, когда был сделан снимок. И этот запечатленный мир остается с нами навсегда. Фотоконкурс «Абхазия в фокусе» официально был открыт 25 декабря 2019 года. В нем приняли участие более 80 человек из всех районов Абхазии и 7 городов России. Прием заявок проходил в 3 этапа. Третий – финальный. Идея провести большой конкурс среди любителей и мастеров фото возникла у заместителя начальника отдела молодежи и спорта администрации города Чимчира Фаины Кондратьевой. Цель конкурса – представить многообразную, удивительную картину современной Абхазии с помощью фотографий жителей и гостей республики. Мне пришла в голову такая идея, а почему бы не попробовать составить единую картину Абхазии вообще? То есть понять, какова Абхазия на сегодняшний день, какие люди, как мы живем, какие проблемы, какие заботы, в общем, наши плюсы, минусы. И вот эта идея, она начала потихонечку со временем вырастать во что-то большее. Сразу хочу сказать, что конкурс проходил и проходит в рамках отдела молодежи и спорта администрации Чимчирского района. Итоги международного фотоконкурса были подведены 3 октября. В финале было выявлено 10 победителей в 14 номинациях, в таких как «Пейзаж в Абхазии», «Портрет», «Сюжет», «Национальный колорит», «Растительный мир», «Романтический пейзаж», «Натюрморт», «Репортаж и достопримечательности», а также «Анималистика». На самой церемонии мы наконец-то впервые встретились наяву с нашими конкурсантами. До этого общение было удаленным, скажем так. Мы наладили хорошие контакты, у нас появились новые проекты, и это была такая радость увидеться друг с другом наяву, просто обменяться улыбками, рукопожатиями, поздороваться и обменяться впечатлениями от конкурса. И тогда же на церемонии награждения мы объявили, что в скором времени ожидается новый конкурс, но пока еще не объявляли, чему он будет посвящен. И вот 1 ноября стартовал второй фотоконкурс «Абхазия в фокусе» из 20 в 21. Он ориентирован на жанр фотожурналистики. В его рамках участникам предложены различные номинации: новости, повседневная жизнь, окружающая среда, портрет современника и мобильная фотография. На первом конкурсе было много замечательных фотографий, но очень мало представлено репортажных, вообще практически не было новостных фотографий. Поэтому мы решили целиком посвятить второй конкурс жанру фотожурналистики. Но почему хотелось бы, чтобы присоединились и профессиональные фотографы, для того, чтобы показать миру, что у нас есть замечательные фотографы, которые могут делать вот такие фотографии, чтобы благодаря им и начинающие конкурсанты, начинающие фотографы учились, и чтобы у нас создалась галерея хороших, характерных, острых фотографий, которые мы сможем представить на выставке. Фотограф Эля Цишба вот уже более 10 лет занимается поиском красивых кадров, старается раскрыть красоту и величие человеческой природы. Она счастливая жена и мама 3 детей. Эля узнала о конкурсе от своего знакомого участника проекта Дамира Джопуа. В итоге фотография солнышка, на которой изображена дочь Эли, была признана лучшей работой в номинации «Портрет» первого этапа конкурса. На нынешний второй конкурс «Абхазия в фокусе» из 20 в 21 девушка прислала вторую фотографию «Моя бабушка Леля Цишба».
Насчет фотографий в Абхазии очень сложно, не пользуется актуальностью, нету никаких курсов у нас насчет фотографий, ни конкурсов, ничего, а у нас много фотографов в Абхазии, и все работают только в основном на свадьбах, и хочется еще и на конкурсах поучаствовать, и еще где-то. И, естественно, я обрадовалась, когда узнала об этом конкурсе, и написала на почту, отослала несколько фотографий, участвовала во всех этапах. В состав жюри фотоконкурса входят профессионалы в области фотографий и смежных областей искусства. Павел Волков, Терри Керкроака, Виталий Дженя, Инар Нормания, Амина Джонуа и Асида Ахуба. Каждый месяц именно эти люди будут подводить предварительные итоги с именами конкурсантов-лидеров рейтинга по баллам. Интернет сегодня в наше время такая необычная площадка, где каждый может выразить себя. И я хочу отметить, что, выражая себя и показывая свой внутренний мир сквозь призму фото, они прославляли нашу красивую Абхазию, нашу невероятную атмосферу. Да? Если даже это фото было не природа, то все равно стиль жизни, образ жизни, мышление, многие аспекты считывались с этих фотографий. Это, конечно, очень интересно. Считаю, что такие проекты необходимо поддерживать, потому что все-таки это прямая популяризация нашей страны. Благодаря данному проекту о нас узнают за пределами Абхазии. Не все же имеют возможность посетить нас и увидеть. Я считаю, что мы сделали уже какое-то важное дело. В общем, не знаю, красота и творчество все-таки объединяет и дарит счастье, любовь. И я думаю, что это обязательно нужно поддерживать. В мае 2021 года состоится выставка лучших работ первого и второго конкурса в Абхазия в фокусе, на которой будут объявлены победители фотоконкурса и главный обладатель гран-при. Наградой станут дипломы и памятные призы с символикой конкурса. Выставка пройдет при финансовой поддержке благотворительного фонда «Амшра». Сария Кварацхеля, Тимур Гугохи, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Проблема утилизации бытовых отходов вновь на повестке дня. Как известно, после закрытия 2 года назад мусорного полигона на Маяке было принято решение о временном вывозе отходов в Галский район. За это время в селе Кацикыт Гулрыбского района должны были построить новый полигон. Однако, кроме выделенного под эти цели участка земли, ничего не сделано. Через несколько месяцев бытовые отходы из столицы не сможет принять и Галский полигон. Тему продолжит Алика Трапш. 2 года назад жители Сухумского микрорайона Маяк организовали протестные акции, требуя закрыть столичную свалку. Мусорный полигон в районе Маяка существовал с советских времен. Постепенно территория свалки увеличивалась и достигла более 60 гектаров. В среднем в течение месяца на Маякскую свалку вывозили до 25 тысяч кубов бытовых и строительных отходов. Так как на полигоне нет завода для переработки мусора, коммунальные службы столицы закапывали его в котлованы. Но и этого оказалось недостаточным. Столичная администрация подготовила дополнительный котлован для утилизации мусора, обеспечив его подъездными путями и водоотведением. Его хватило для утилизации объема мусорных отходов на 3 месяца. Жители Маяка требовали полностью закрыть мусорный полигон в столице. Чтобы решить эту давнюю проблему, властями было принято решение транспортировать мусор из Сухума на свалку в село Шашикуара Галского района. Эта временная и вынужденная мера стала возможной благодаря соглашению между администрациями Сухума и Гала. Столичные отходы вывозились в Галский полигон с условием, что администрация Сухума поможет вырыть новые котлованы, а мусор, который лежит на поверхности, закопают, приведут свалку в надлежащее состояние. Предоставленная столичными службами спецтехника помогла вырыть 2 котлована объемом чуть менее 7 тысяч кубических метров каждая для утилизации как галского, так и сухумского мусора. Однако и эти котлованы переполнились. Силами администрации Галского района были вырыты 2 новых котлована, но их хватит лишь на пару месяцев. Главой администрации была поставлена задача нам, управлению городского хозяйства, для проведения калькуляции о возможности не просто складирования мусора, захоронения его на полигоне, а об установке мусороперерабатывающего завода. Мы провели уже ряд переговоров с представителями бизнеса, которые
предварительно высказали намерение о строительстве такого завода на территории Гальского района. И мы ждем окончания их калькуляций. Как они проведут калькуляционные расчеты, уже можно будет говорить конкретно о том, будет ли у нас завод на территории Гальского района или его не будет. Но мы со своей стороны всячески стараемся минимизировать вред экологии, который возможен в случае захоронения мусора. Во-первых, это почвы, на которых мы определяем место захоронения мусора, они являются глинистыми и препятствуют проникновению жидкостей в грунтовые воды и в глубину грунта. Во-вторых, мы располагаем эти полигоны вдали от населенных пунктов, для того, чтобы местные жители не ощущали неприятных запахов и последствий в виде мух, других насекомых. Но, естественно, у нас есть мнение о том, что не стоит расширять территории полигонов, а стоит все-таки устанавливать, используя современные технологии, какие-то мусороперерабатывающие предприятия, которые нам позволят не расширять площади полигонов, а перерабатывать мусор. После протестных акций жителей Маяка и закрытия мусорного полигона в Сухуми властями было принято решение определить новое место для утилизации твердых бытовых отходов в Гулырбском районе. И самым подходящим местом оказались окрестности села Кацикыт. Место под строительство мусорного полигона уже выбрано. Для этих целей администрация Гулырбского района выделила 36 гектаров земли. Однако, как мы видим сегодня, на этом месте еще не начаты работы по строительству мусорного полигона. Вывозить отходы из Сухума в Галский полигон планируется до открытия нового в Гулырбском районе. Заведующий отделом землепользования администрации Гулырбского района Даур Шова признается, что ему неизвестно, когда будут начаты работы по строительству полигона. На сегодняшний день пока в стадии проектирования, возможно, проект тоже пока район не получал. На тот период разговоры шли, что непосредственно в течение года, возможно, начнут работы. Хотя бы для того, чтобы подготовить площадку. Обговаривалось, что эти 6 гектаров будет разбито по частям, то есть по квадратам. Каждый 1 квадрат составляло 6 гектаров. Когда заполнится это 6 гектаров, естественно, она захоранивается, дальше обрабатывается территория и переходит на 2 квадрат. Первоначально разговоры шли именно о таких работах. Проблема в том, что новый мусорный полигон в Гулырбском районе необходимо обустроить по всем нормам, а на это нужны деньги, причем немалые. Работы по сооружению полигона необходимо начинать уже сейчас, а иначе мусор вновь некуда будет девать. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу пройдут кратковременные дожди, гроза, в воскресенье без осадков. Температура ночью плюс 6-11, днем плюс 13-18, температура морской воды плюс 19 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.